Доброе утро! В эфире Якутия, «Утро Якутии». На календаре 5 июня. Меня зовут Павел Танин. Я и моя команда нашей программы вновь подготовили много всего интересного, чтобы ваш сегодняшний день прошел замечательно. Во всяком случае, встретили вы его очень хорошо. В течение почти что часа будет очень много всего интересного. Настолько много, что прям не будем затягивать. Перейдем непосредственно к тому, что происходит за окном, и начнем наш эфир. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 11 до плюс 12 градусов. В заречной группе от плюс 7 до плюс 10. В южных от плюс 7 до плюс 9. В Вилюйской группе 10-18 со знаком плюс. В Нижнеленских 14-16 градусов тепла. В западных от плюс 10 до плюс 11. В Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 12 плюс 23. В Янских плюс 14 плюс 21. На северо-западе плюс 3 плюс 9. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 11 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Юго-восточный ветер 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем в Якутске прогреется до 18-20 градусов со знаком плюс. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. В Якутии расширенный неонатальный генетический скрининг провели более чем 4000 новорожденным. За прошлый год по данной методике выявлено 3 наследственных заболевания. По анализу крови, сделанному в первые дни после рождения, диагностируют более 36 врожденных и наследственных заболеваний в самом начале их развития, еще до проявления первых симптомов. Скрининг новорожденных позволяет своевременно ставить диагноз, начать лечение и диспансерное наблюдение детей с врожденными или наследственными заболеваниями. Якутяне выстроились в очередь за штампами о гражданстве. Речь идет об отметках в детских свидетельствах о рождении. С этого года печати нужны для того, чтобы выехать с ребенком в некоторые страны, например, Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. У большинства юных граждан штампов не оказалось. Получить их можно в миграционном отделении МВД бесплатно. Для этого требуется собрать пакет документов. В перечень входят копии паспорта родителей, свидетельства о браке и специальные заявления. На сегодняшний день уже более 6000 заявлений было обработано сотрудниками МВД. Данная, государственная услуга предоставляется в течение 5 рабочих дней и без взимания государственной пошлины. Если гражданин, в том числе и несовершеннолетний ребенок в возрасте до 14 лет, имеет заграничный паспорт, это удостоверяет его личность, и при пересечении границ свидетельство о рождении с отметкой не требуется. Поэтому мы и рекомендуем при оформлении уже заграничного паспорта гражданам прежде всего обратиться за данной отметкой. В Ленске прошел первый районный инклюзивный фестиваль «Колибри» для детей с инвалидностью. Организатором выступили Управление социального развития Ленского района, Районное управление образования, Управление культуры, а также благотворительный фонд «Харесхал». Мероприятие прошло в рамках Года детства. Участие в фестивале приняли семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Для них в этот день были проведены мастер-классы, игры, конкурс «Минута славы». Все желающие могли сделать аквагрим. Также для гостей был организован сладкий фуршетный стол. Все ребята получили подарки от предпринимателей района. Фестиваль понравился и детям, и родителям. Организаторы пообещали, что теперь он станет ежегодным. Нам 14 лет. Мы с рождения, ребенок инвалид, у меня колясочник. Я очень рада, что такой у нас получился сегодня фестиваль «Колибри». Юля, тебе очень понравилось сегодня, да? Да, очень. Просто вообще замечательно. Побольше таких мероприятий, чтобы было бы это все доступно, особенно для нас, для колясочников. Это очень проблематично. Куда-то попасть нам, в какой-то магазин пройти, куда-то еще. Я сама на себе, ее 14 лет, получается, на руках не ношу. Это очень тяжело. Главное, чтобы развивался наш город в лучшую сторону для наших детей, потому что они для нас это все. К грандиозному событию идет тщательная подготовка не только спортивных объектов, волонтеров, но и спортсменов.
Несколько тысяч человек, тренеров и спортсменов примут участие в международных играх по многим олимпийским видам спорта, включая дзюдо. От сборной Якутии будут поставлены 2 сборные команды. Это 25 спортсменов. Первая команда выступит в 17 весовых категориях, а во второй выступят 8 дзюдоистов, 3 из которых девочки. В играх «Дети Азии» будет разыграно 17 комплектов медалей по не менее 6 весовым категориям, как среди юношей, так и среди девушек. На играх Дыгына хотят увеличить количество участников. Со следующего года может стать 16 участников. С 2025 года планируют увеличить количество участников на играх Дыгына. В таком случае на главном состязании Сеха Туймады могут отработать 16 сильнейших многоборцев. Это позволит увеличить охват спортсменов. Появятся свои звезды игр и улусов республики. С 2016 года участвуют 12 многоборцев, которые проходят отбор через квалификационные соревнования. Улицы Якутска погрузились в ретро-стиль. Более 30 любительниц велоспорта из сообщества «Велодевчата» проехались по улицам столицы республики. Они повторили культовые образы советских девушек, платья в горошек, бантики и, конечно же, букет цветов. Подробнее в сюжете Амана Отова. Традиционное мероприятие «Велодевчата» ежегодно собирает многих представительниц прекрасного пола, увлекающихся велоспортом. Покататься приходят как и опытные велосипедистки, так и начинающие. Здесь главное одно – в дружеской компании провести время весело и полезно. Само мероприятие, оно, конечно, не только про развлечение, покататься, покрасоваться, а оно, в принципе, основная цель – напомнить о том, что велосипед – это не только спортивный снаряд и не только средство передвижения, но это источник радости и вдохновения. Поэтому мы придумываем каждый год себе наряды, может быть, даже какие-то темы придумываем интересные и просто знакомимся. Девочки у нас в позапрошлом году мы познакомились с прекрасными девочками, с которыми потом совместные покатушки устраивали и мероприятия. Традиция семьи Политинских – воскресные велосипедные прогулки. Адель, мать семейства, признается, когда ей исполнилось 18 лет, накопленные деньги она потратила на покупку нового велосипеда. С тех пор велоспорт стал частью жизни. Посещаю велодевчат уже 5-й раз, по-моему. В прошлом году в первый раз у меня дочка ездила со мной. На велосипеде она ездит уже несколько лет. Это у нее уже 3-й велосипед. Подготовились к сезону благодаря Максу. Покрышки поменяли ребенку. И сегодня у нас вот такой цветочный family look. То есть на моей раме цветы, на ее раме цветы. И самое главное – безопасность, шлемы. Помимо пропаганды здорового образа жизни, велодевчата напоминают о соблюдении правил дорожного движения. Так, в прошлом году велосипедистки совместно с сотрудниками госавтоинспекции отправились в оздоровительные детские лагеря, где провели мастер-классы и уроки по безопасности на дорогах для детей. В прошлом году у нас была встреча с сотрудником автоинспекции, и он нам очень хорошо рассказал, правила дорожного движения нам напомнил и еще подарил подарки. Светоотражатели нам подарил. Было очень интересно, познавательно. Применяем его советы. Девушки стартовали с площади Дружбы. Маршрут завершили на Белом озере, где велодевчата покатались на весельных лодках. Аман Отов, Аэлита Махно, Якутск. На календаре 5 июня, и сегодня весь мир отмечает День окружающей среды. Этот день дает возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете и активно способствовать изменениям. Более чем за 50 лет с момента появления этого праздника жители многих стран провели многочисленные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. И сегодня, вероятно, самый подходящий день, чтобы проявить свою заботу об окружающей среде. Элементарно, мелкий мусор на улице выбрасывать в урны, а не просто на землю бросать. О других знаменательных датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 5 июня. Всемирный день окружающей среды, Всемирный день бега, День образования российской полиции. По народному календарю Левон – огуречник, Левон – конопляник. На Левона Леонтия было принято сажать огурцы, при этом обращали внимание на приметы. Если появляется много оводов, это сулит хороший урожай овощей. Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю.
Этот день в истории. 1706 год. В Москве открыт военный госпиталь, ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. 1783 французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. 1851 в США начал печататься роман Гарриет Бичерстоу «Хижина дяди Тома». 1988 Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси. В этот день родились Иван Ганнибал, русский военачальник, крупный военный деятель России. Сергей Амосов, русский живописец, пейзажист, передвижник. Денис Габар, венгерский физик, основоположник голографии, нобелевский лауреат. Татьяна Покровская, советский и российский тренер по синхронному плаванию, Герой труда Российской Федерации. Юлия Липницкая, российская фигуристка, олимпийская чемпионка. Именины сегодня отмечают Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Бори, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян и Федор. Ну, хоть и каждый день знаменателен тем или иным событием, но по-настоящему крупных праздников летом не так много. Но в Якутии есть праздники, которые ждут с наступлением лета все якутяне. Это, конечно же, якутский Исэх, а в начале июня, когда природа только пробуждается, эвенки празднуют Бакалдын, что в переводе означает «встреча». По старинной народной традиции, после долгой холодной зимы эвенки встречаются, поклоняются божествам и просят хорошего года. На днях эвенкийский праздник состоялся в городе Тамоте Алданского района. Жители города и гости праздника познакомились с обычаями и обрядами древнего народа, прикоснулись к культуре и традициям эвенков, коренных жителей этих мест. Как и чем удивляли тамотцев на Бакалдане, узнаем далее. Праздник начался рано утром. Тамотские эвенки на берегу реки Алдан провели обряд кормления духов местности и реки. Главное действо прошло в зоне отдыха Укулан, появившейся в Тамоте в прошлом году по федеральной программе «Жилье и городская среда». Каждый гость прошел через Чичипкан, своеобразные ворота, чтобы очистить душу и тело, оставив дурные мысли и загадать сокровенные желания, завязав разноцветные ленточки на нить жизни. Сегодня очень такой радостный день, особенно для эвенков города Тамота, но и наших горожан. Они очень рады всегда этому празднику. В прошлом году был этот праздник, и нынче они все спрашивали, будет ли нынче Бакалдын. Эвенкийские обряды провели представители села Иенгра Нирюнгринского района, жители которого сохранили язык, традиции, культуру древнего народа. Огонь в жизни северных народов занимает главное место. Обряд кормления огня у эвенков называется инды. Также каждый гость праздника мог прикоснуться к священному столбу Савикмо, умасать его, попросить духов о снисхождении и удаче. Красивые эвенкийские напевы, ритмичные народные танцы не оставили никого равнодушными. А мастер-классы от иенгринских и хатыстырских мастеров понравились взрослым и детям. Игра «Унякачар», что в переводе «пальчики». И играя в эту игру, дети развивают пальчики, учат цвета на эвенкийском языке. Мне понравилось делать куколку. Это, чуть-чуть сложно, но очень интересно и получается очень красиво. Игре на хомусе, заготовке лекарственных трав, плетению из лозы ивы, росписи по ткани учили всех желающих и приглашенные из Якутска гости. А под руководством художника Анны Савиной тамотцы и гости города нарисовали большую картину Бакалдын. Чем замечательно то, что и взрослый, и ребенок может попробовать себя в данном мероприятии. Я раскрасила нижние треугольники синим цветом. Национальная вещательная компания «Саха» второй год помогает администрации Тамота в проведении национального праздника Бакалдын. Хочется, чтобы этот праздник с каждым годом становился все популярнее, масштабнее. И в следующем году на столетие города Томот хочется, чтобы прошел республиканский Бакалдын. И отрадно, что эту идею поддержала и компания «Железные дороги Якутии». Город Томот
Я думаю, что пусть мои слова будут пророческими, через несколько лет станет инвентийским центром Южной Якутии. За это мы, наверное, и сегодня похлопаем и скажем всем спасибо. Так что следующий Новый год Бакалдын и венки Южной Якутии отпразднуют все вместе. Ведь не зря название праздника переводится как «встреча». И она объединит не только эвенков, но и представителей всех народов многонациональной Южной Якутии. Туяра Филиппова, Валентина Кириллина, Ренат Нахиев, Томмот. Ну, а у народа Саха, как и было сказано чуть раньше, главным национальным праздником является Эсэх. Традиционно его празднуют в день летнего солнцестояния, когда наступают белые ночи, оживает природа и сама матушка-земля улыбается нам. Считается, что в день солнцестояния человек впитывает всю энергетику земли и воздуха, и так возобновляется наша духовная жизнь. И о традициях этого праздника нам расскажет этнограф, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук Екатерина Романова. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Ну, собственно, уже, да, скоро главный наш праздник, Эсэх. Вот меньше, мне кажется, 2-3 недели, да, где-то остается? Да, где-то так у нас остается. Вообще, про историю праздника можете рассказать, откуда, как он появился, может быть, да, и основное его значение? Я хочу сказать о том, что вообще наш праздник Эсэх – это уникальное достояние народа Саха, поскольку здесь именно на вечной мерзлоте раскрывается степная культура. Вы представляете, как это удивительно, потому что праздник связан с конным наследием, с кумысной культурой и в своих истоках вообще, конечно, зарожден именно в степях Великой Степи, именно Великой Степи. Я хочу сказать о том, что если мы будем смотреть наши мифы якутские, то праздник проецируется на миф об Элее, первопредке и прародителе народа Саха. Именно он впервые изобрел кумыс и провел этот ритуал Эсэх в долине Туйматы. Вот почему у нас Эсэх называется Эсэх Туйматы. Я обратила внимание еще на то, что именно с этого времени, с ритуала Эсэх, начинается сама мифологическая и культурная история народа Саха. Вот. Для якутов и вообще в целом для людей, которые здесь проживают, наш праздник имеет очень важную жизнеутверждающую философию. Это призыв к счастью, добру, обновлению жизни, гармонии, вечности человеческого рода. Поэтому сама философия праздника, его ценности, конечно, связаны в первую очередь с обновлением жизни, с обновлением природы, как раз вот праздник календарный, но в то же время связан с очень глубоким мировоззренческим смыслом. Но при этом праздник, он наполнен различными ритуалами. И, наверное, такой главенствующий, это все-таки вот ритуал встречи солнца. Он настолько главный, что люди даже вне Эсэха периодически его встречают на улице. Почему так важно это делать? Вы знаете, я хочу сказать о том, что вообще празднику предшествует ряд весенне-летних обрядов. И вы обратили внимание, что по якутской традиции вообще год делится на зимнюю и летнюю половину. И вот когда якуты уже переезжали на летних, скажем, на Сайлык, обязательно нужно было провести ряд таких семейных обрядов. К ним относился обряд очищения арчи местности. Обязательно нужно было сделать жертвоприношение молочной пищи духу хозяйки территории, местности, аналог Ченхату. Вот в это время это такой женский обряд, когда обязательно вешали солому. Солома – это такая у нас ритуальная нить с конскими пучками, тряпочками разноцветными, определенного цвета, кстати, белого, зеленого, красного. Вот это все. А уже самым главным центральным обрядом был, безусловно, Эсэх. Вот я хочу сказать о том, что вначале встречали солнце. Вообще в древности сначала было поклонение солнцу, а потом уже были все обряды. Да. Вы знаете, у нас такой опыт был. Мы на ипподроме в начале 90-х годов сначала встречали солнце, получали благословение от него, а потом уже проходил Эсэх. Но жители тогда города, гости сказали, что сложно потом после встречи солнца сразу участвовать в других обрядовых действиях. Поэтому сейчас у нас отдельно стоит, конечно, встреча солнца. Это древняя традиция, культ восходящего солнца, характерен для всех
кочевых народов степной Евразии. Поэтому то, что мы хранители такой уникальной кумысной церемонии, это, конечно, для нас очень важно и ответственно. Вот по любой праздник, он, как правило, крупный сопровождается и явствами различными, да, все-таки традиция эсэха — это кумыс, и есть даже, да, на эсэхе Туймаада, да, в местности Усихотын, центр кумысопития. Прям почему этот напиток так важен вот в рамках этого праздника? Вы знаете, вообще концепция 2024 года у нас, вот этого года, она связана полностью с презентацией кумысной культуры. Почему? Потому что кумыс, безусловно, это символ, объединяющий все народы, скажем так, степной Евразии, кочевой культуры. И здесь я хотела бы сказать о том, что кумыс — это дар божеств. И вот почему праздник у нас называется часто праздник белого изобилия и белой благодати. Вот, поэтому в эпосе, в эпических произведениях часто про кумыс говорят, вот божества Аи не спаслали Ильге. Ильге — это вот как раз та самая белая благодать. Почему для нас так важно коллективный обряд кумысопития? Представление вообще о молочной пище, о белой пище считается, что это символ, зародыш человеческой жизни. Поэтому испить кумыса, вкусить этот кумыс, это считается в символическом плане, что ты заново рождаешься. Обновляется твоя семейная программа, считается. Поэтому очень важно прийти на эсэх и обязательно, как магия первого дня, испить как можно больше кумыса, поесть как можно белой пищи, а белая пища туда входит и топленое масло, и просто масло. Вообще белое и желтое — это считается как символ космического яйца. То есть здесь рождается Вселенная, природа, человек. Поэтому вот обязательно. Я думаю, многие вот на такой вот настолько глубине праздника, мне даже, кажется, не задумывались. Вот. Но при этом, да, если настолько и священно действие, да, священ праздник сам по себе, мне кажется, как и при любом, да, подобном, да, кейсе, скажем так, все равно есть какие-то еще и правила, которые запрещают нам что-то делать. Да, вот, что запрещено делать во время эсэха? Вы знаете, вообще надо обратить внимание на то, что этот праздник в первую очередь связан, как я сказала, глубоким мировоззренческим смыслом. Поэтому это территория Усихотын, священная, сакральная территория. Поэтому на этой территории, конечно, существует свой ритуальный этикет. Что в первую очередь нельзя делать? Во-первых, нужно прийти на праздник с добрыми помыслами, оставив все, что у вас такое не совсем негативное, потому что именно здесь, на этом празднике, самое главное — это созидательное начало. То есть прийти с чистыми помыслами, с добрым сердцем. Во-вторых, очень важно прийти в национальной праздничной одежде, потому что считается, что именно в это время граница мира божеств и мира людей открывается, она становится прозрачной, и к нам спускаются в гости сами божества и с неба, и они наблюдают, чем занимаются здесь на эсэхе люди, участвуют ли они активно во всех мероприятиях, имеется в виду в ритуальных состязаниях, в конкурсах. Они смотрят активную жизненную позицию людей, которые там. Там обязательно, как я сказала, нужно обязательно вкусить кумыса, побольше белого. И вот, как я читаю в наших фольклорных источниках, тогда божества увидят этого человека и смоделируют ему счастливую судьбу. Вот почему очень часто спортивные состязания, сейчас считается, что это спортивные игры, раньше это были ритуальные игры судьбы, за счастливую свою судьбу состязания. На самом деле очень такой прям, у меня, наверное, отношение к этому празднику, может быть, не в корне, но очень сильно изменилось. Очень много узнал, и думаю, телезрители не исключение наши. Тоже очень достаточно интересная беседа у нас получилась. Можно было бы, наверное, еще об этом поговорить, к сожалению, время, да, у нас ограничено. Поэтому вам спасибо большое за эту беседу. Вам, дорогие друзья, надеюсь, действительно на заметку все это вы возьмете, все вот эти ритуалы и правила поведения. Спасибо еще раз. А мы продолжаем наш эфир. Миллионная жительница Якутии Саина Ануфриева приняла участие в своем первом конкурсе «Будущий чемпион». В Мирном в очередной раз состоялись соревнования среди малышей «Битва ползунков». Подробности у наших коллег.
На старт, внимание, ползти. 19 очаровательных карапузов ползком преодолевали на скорость 7-метровую дистанцию. Каждого юного спортсмена сопровождала своя семейная группа поддержки. Особенно примечательно, что в соревнованиях приняла участие Саина Ануфриева, ставшая в прошлом году миллионным жителем Якутии. Нам 11 месяцев, скоро будет годик. Это наши первые соревнования. Очень классно придумали, что вот так проводят для маленьких детей. Мы еще не ходим, поэтому с радостью приняли участие. Саина умеет стоять, не держась, только делает пару шагов. Говорит пока, привет, ну дай, такие мелкие, мама, папа. Только что-то сестра ладушки не говорит. Ладушки, ну такие все мелкие умеет и указывает пальцем. Стиль ползания любой. Главное сделать это ребенку самому. Взрослые могут лишь подбодрить своих малышей. Способов для этого придумано немало. Детей завлекают едой, игрушками и даже совсем необычными предметами, например, пультом от телевизора. Удивительно, что мы сделали только одно объявление нашего соревнования. И, как вы видите, очень много участников приняли участие. Это говорит о том, что такие мероприятия очень нравятся нашим семьям. И я призываю всех организаторов проводить как можно больше таких интересных мероприятий, семейных. Самой маленькой участницей чемпионата ползунков стала Афина Маркова. Ей на момент турнира было всего 6 месяцев. Конечно, мы самые маленькие в этом мероприятии. Метр где-то проползли, хотя бы так, и сонные, поэтому спать хотим, капризничаем немножко. Да, хорошо, что не хоть чуть-чуть проползла, показала, что мы умеем ползать. Почему мы пришли? Потому что это мероприятие, считай, раз в жизни только может быть, раз в год. Поэтому мы решили обязательно посетить это мероприятие. И вот, нам удалось поучаствовать. Столько детишек, малышей, очень понравилось. Организовали зрелищное мероприятие районное управление социальной политики и спортивная школа. Проводится оно в рамках федерального проекта «Большие семейные выходные» и приурочено Году семьи в России, Году детства в Якутии. Анна Васильева, Мирный. А многие из нас желают посещать фитнес-залы или какие-либо спортивные секции, но, как правило, эта идея сталкивается с некоторыми препятствиями, которые не каждому удается преодолеть. Это нехватка времени, подходящий зал расположен достаточно неудобно, чтобы вклинить его посещение в свой график и подобные вещи. Решение есть: фитнес-зал перенести в свою квартиру или дом, ведь многое из того, что обязательно есть дома, можно использовать как спортивные снаряды. Сегодня наш спортивный инструктор по традиции проведет утреннюю зарядку и покажет, как для этого можно использовать обыкновенную швабру. Всем доброе, бодрое утро! Сегодня мы с вами проведем комплекс упражнений, в котором нам понадобится обычная рукоятка от швабры. Если вы находитесь на даче, вы можете использовать черенок от лопаты. Итак, первое упражнение. У нас классический хват на ширине плеч, может быть чуть шире плеч, но не больше. Отстраиваемся, если у вас есть зеркало, отстраиваемся в профиль перед зеркалом, уводим спину в параллель с полом. Мы будем работать на мышцы спины. Мы делаем тягу к животу и возвращаемся вниз. Тянем наш черенок вдоль бедра, вверх и вниз, слегка запуская мышцы спины, округляя и вытягивая верхние точки. Работаем здесь 20 повторов. Вдох и выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Следите за тем, чтобы ваша спина была параллель с полом. Спружинили в нижнюю точку и закончили. Данное упражнение повторяем 3 раза по 20 подходов. Следующее упражнение. Ножки на ширине плеч, чуть шире плеч. Носки развернуты. Уводим локоть в верхнюю точку. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Сделаем здесь 20 подъемов. Верхние точки выдох, выдох,
Продолжаем. Выдох. Фиксируемся в верхней точке на некоторое время. Плечи вверх не поднимаем. Тянем за счет локтя. Закончили. Данное упражнение повторяем 20 раз в 3 подхода. Следующее упражнение – мертвая тяга. Также, если у вас есть зеркало, вы можете отстраиваться в профиль к зеркалу. Что мы будем делать? Хват классический на ширине плеч. Мы будем уходить в наклон через ягодицу и возвращаться в верхнюю точку. Наша рукоятка скользит вдоль бедра вверх и вниз. Обратите внимание, что мы переводим вес на пяточки. На носок не заваливаемся. Спинка прямая, взгляд прямо перед собой. Делаем 20 подъемов. Спина статична, поясница в этом упражнении не задействована. Наклон за счет задней поверхности бедра и ягодицы. Выдох. 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 Спружинили, вытолкнули, завершили упражнение. Данное упражнение повторяем 20 раз, 3 подхода. На этом комплекс с рукояткой от швабры подошел к концу. Я всем желаю хорошего и продуктивного дня. Достаточно такие незамысловатые упражнения, которые действительно могут показать, да, что спортом можно заниматься где угодно, и помимо этого помогут не только быть в форме, но и добавят активности в вашу жизнь, которые в современном мире, активности имеется в виду, нам порой недостает. А снижение активности при этом, оно же приводит к ощутимому ухудшению здоровья. Например, те люди, которые ведут активный образ жизни, реже обращаются к врачу. Откуда такая уверенность? Об этом и не только расскажет наша рубрика «Мой доктор». Доброе утро! Активный образ жизни для современного человека – это спасение. Спасение от проблем со здоровьем и плохого настроения. Люди активные, тренированные в 2 раза реже ходят к врачу, чем те, кто ленится делать зарядку. Человек, регулярно нагружающий свои мышцы и нервную систему тренирует, и мозгу поставляет необходимое количество кислорода. Врачи подсчитали, что для сохранения здоровья человек должен не меньше 10 часов в неделю посвящать физическим упражнениям. Неважно, что это будет: коньки, бег, плавание, велосипедная или лыжная прогулка, туристический поход или обычная ходьба. Важно, чтобы мы дали организму возможность активно работать. Активный образ жизни – это не просто подтянутый вид и тренированные мышцы, это еще нормальный обмен веществ. У человека с развитыми мышцами крепче становятся кости. Интенсивное обогащение крови кислородом положительно влияет на всю систему кровообращения и работу сердца. Тренированный организм лучше противостоит болезням, инфекциям, колебаниям температуры и влиянию метеоусловий, повышается иммунитет. Утренняя зарядка помогает проснуться и заставить организм работать. Время, потраченное на утренние приседания, прыжки, наклоны, растягивания, вернется к вам в виде энергии и бодрости. Опыты показали, что тому, кто начинает свое утро с активной подзарядки организма, надо в 2 раза меньше времени на то, чтобы собраться и настроиться на рабочий лад. Для того, чтобы утренняя гимнастика принесла хоть какую-то пользу, нужно посвятить физическим упражнениям не меньше 15 минут и делать это регулярно. Будьте здоровы! Ну а мы тем временем уже 5-й день живем в лете. Ура, наконец-то дождались. А лето – это самое время года для моды и украшений. Летняя мода, она же легкая, веселая, красочная. И украшения должны это подчеркнуть. А как это сделать, посмотрим в следующем сюжете. Доброе утро, меня зовут Люба Платонова, я стилист и персональный шопер. И сегодня мы поговорим про самую интересную тему. Мы поговорим про украшения. Чаще всего, когда я прихожу к клиентам на разбор гардероба, я вижу у женщин одну и ту же ситуацию.
либо нет украшений, потому что она боится их носить, не знает, с чем сочетать, подходит или нет. Либо это просто подаренные рандомные украшения, которые ни к чему не подходят. Но я, как стилист, говорю, лучше всего брать какие-то базовые вещи, которые мы рассказывали ранее в эфирах, и добавлять стилистики соли и перца именно в украшениях, в сумочках, в обуви. Сегодня мы поговорим именно про украшения, и первое, что я хочу сказать, это минимализм. Сегодня у меня прекрасная Кристина, покажем на ней интересные тренды. Минимализм подходит всем, абсолютно, в любом возрасте, в любой комплекции. Классно будет смотреться и в офисном гардеробе, где есть все-таки строгий дресс-код. При этом их легко сочетать друг с другом, потому что они, опять же, минималистичны, и я их могу смело назвать базовыми. Посмотрите, здесь у нас интересное колье в виде такого обруча. Максимально простой. Его, опять же, можно миксовать и с другими бусами, миксовать с жемчугом. Не бойтесь миксовать серебро с золотом, с разными оттенками, с разными фактурами. Сейчас, в принципе, тренд на то, что сочетать несочетаемое. И при этом, когда вы их делаете в купе так много, да, наслаиваете друг на друга, это смотрится еще более интереснее. И даже, кстати, вот эти оттенки лимонного золота подходят очень многим. Но я нашим азиаткам все равно рекомендую смотреть на серебряные цвета, потому что серебро всегда было в нашем ДНК. Не бойтесь украшать себя, экспериментируйте, миксуйте, находите свое любимое, экспериментируйте с цветом, с разными оттенками. Ну а самое главное, наслаждайтесь этим. А мужчины, вы балуйте своих женщин, покупайте самые красивые украшения для самых красивых женщин. С вами была Люба Платонова, стилист и персональный шопер. Вместе с тем, начало лета – это самый ответственный и важный период жизни всех вчерашних выпускников. Период сдачи ЕГЭ, да и у студентов сессия в самом разгаре. Ну а как мы знаем, во время экзаменов родители переживают сильнее детей. Как повысить работоспособность организма без вреда для здоровья в это непростое время, узнаем в нашей постоянной рубрике «Ароматы утра». Утро доброе! С вами снова Эрика, и мы продолжаем изучать эфирные масла. Сегодня мы продолжим тему экзаменов и ответственных периодов. Я предлагаю вам познакомиться с эфирными маслами, которые помогают улучшить работу умственную. Это масло базилик, его еще называют маслом бухгалтера, и масло розмарин. Именно эти два масла считается, что улучшают умственную работоспособность. Вы их можете использовать в период экзаменов, когда нужно запомнить большой объем информации, ну или когда вы делаете отчеты. В этот период нам нужно быть максимально собранными, сконцентрированными и выдавать четкую информацию. Вам в помощи розмарин и базилик. И я вам расскажу, как их использовать. Конечно, вы можете использовать диффузор. Также из расчета 1-5 капель на квадратный метр вашего помещения. Проветривайте через каждые полчаса. Использование диффузора не нужно, чтобы диффузор работал целый день. Также вы можете использовать другие подручные средства, такие как необработанное дерево. И вы можете сюда капнуть масло и поставить на свой рабочий стол. Либо это может быть ватный диск, но важно, чтобы ватный диск тоже был экологически чистый. Итак, мы берем масло, допустим, розмарина, и капаем на наше необработанное дерево и оставляем его на рабочем столе. Таким образом, вы сможете помочь себе в работе. Также хочу отметить, что масло розмарина прекрасно снимает усталость. Используйте масло розмарина между работой, в перерывах. Вы можете использовать его в машине, тоже бывают диффузоры для машин, либо вы можете с утра принять ванну с розмарином. Для этого вам нужен будет растворитель, такое вещество, как, допустим, сливки. Вы можете растворить в 100 мл сливках эфирное масло от 3 до 5 капель, либо это может быть хорошее мыльное средство, допустим, гель для душа. И такая ванна в течение 10-15 минут поможет вам быть сконцентрированным, собранным и повысить работоспособность. Эфирные масла, которые продаются в аптеках, к сожалению, не имеют ничего общего с настоящими эфирными маслами. Хочу отметить, что 97% эфирных масел, продающихся на рынке, это синтетические средства. Наш мозг реагирует только на настоящие эфирные масла. Обратите на это внимание при выборе средства. Бодрого утра вам с эфирными маслами. Будьте собранными, будьте с высокой работоспособностью. С вами была ароматерапевт Эрика Сысоева. До новых встреч!
Ну а каждый любитель растений мечтает о том, чтобы его зеленые друзья росли крепкими и здоровыми, а их рост и цветение напрямую зависит от того, как вы будете ухаживать за ними. Успех выращивания цветов в домашних условиях не требует ни тяжелой работы, ни высокого мастерства, однако следует соблюдать некоторые правила. А об этих правилах мы узнаем далее. Комнатные растения создают уют в любом пространстве и могут освежить любой интерьер. Тем не менее, зачастую случается и так, что растения никак не приживаются. Погибают даже самые неприхотливые кактусы. Так бывает, когда человек ухаживает за цветами интуитивно и бессистемно, не учитывая многие нюансы. Чтобы такого не происходило, важно знать определенные правила. Ведь уход за комнатными растениями очень важен и не так прост, как кажется на первый взгляд. Одна из ваших первоочередных задач – проверить, достаточно ли света получают растения. Растения на приставном столике в гостиной могут прекрасно смотреться, но если они стоят слишком далеко от окна, жизнь их будет недолгой. Обеспечьте растениям достаточное количество света. Регулярно поливайте свои растения водой комнатной температуры. Установить, сколько именно воды должно получать растение, бывает непросто. Если воды слишком много, то корни начнут гнить из-за плохого дренажа, и растение погибнет. Цветы нужно не только поливать, но и опрыскивать водой. Также не забывайте очищать растения от пыли. Комнатные растения со временем покрываются тонким слоем пыли. Эта пыль умаляет естественную красоту растений, к тому же она препятствует росту и закупоривает поры на листьях. Поэтому так важно регулярно чистить растения от пыли. Немаловажно рыхлить поверхность почвы, чтобы корням поступал воздух. Рыхлить надо осторожно, не повреждая при этом корни растения. Уход за комнатными цветами – это не только обязанность, но и искусство. Все эти факторы влияют на здоровье и красоту ваших зеленых питомцев. Каждое растение имеет свои особенности и требования к уходу. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Для поддержки отечественного автопрома предложили снизить налоги производителей запчастей. Вновь открытым компаниям, которые выпускают необходимые для российских автопредприятий высокотехнологичные комплекты, нужно снизить налог на прибыль. Это поможет ускорить процессы импортозамещения и локализации производства на территории России. Автопром сегодня не только ключевой сектор экономики, это еще и фундамент создания отечественной независимой санкционно устойчивой промышленности. В фокусе внимания сохранение и подготовка кадров, разработка автомобильных платформ и уход от зависимости от иностранных производителей. В России число случаев незаконной заготовки древесины снизилось на 27%. Спутниковый мониторинг состояния лесов с января по май этого года выявил 87 случаев незаконной рубки в 12 регионах России. Благодаря непрерывному наблюдению из космоса и быстрому реагированию количество случаев незаконной заготовки древесины снизилось на 27%, а объемы заготовки на 7% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Продолжается строительство квартала «Звездный». Так, в секторе С будет 10 многоквартирных домов, из них 2 уже введены. В этом месяце планируется закончить строительство 5, оставшиеся 3 дома достроят до декабря этого года. В микрорайоне параллельно идут работы от введению сетей водотепла и электроснабжения. Устанавливают септики. В следующем году новый квартал подключат к центральной канализации. Также начались работы по благоустройству. Отсыпают территорию микрорайона твердым покрытием, таким как щебенка. Еще началось строительство детского сада на 315 мест и большой школы на 990 мест. Школа идет активными темпами с опережением графика производства работ. На сегодня монтируются колонны первого этажа. По графику ввод объекта запланирован к концу 2025 года. Такие же работы на сегодня на нулевом цикле осуществляются по детскому саду. По плану ввода конец 2025 года. По поликлинике на 600 посещений на сегодня проходит государственная экспертиза. После получения определения достоверности сметной стоимости мы будем определять источники финансирования. На сегодня уже известно, что частично оно будет осуществляться за счет облигационных займов и за счет финансирования из государственного бюджета республики.
В поселке Кызылсыр Вилюйского улуса с прошлого года остро стоит проблема откачки жидких бытовых отходов из-за недобросовестного поставщика услуг. Жалобы жителей были услышаны администрацией поселка, и в начале этого года был заключен новый контракт с другим поставщиком, который на днях приобрел новую технику для откачки ЖБО. Как сообщил глава поселка, данная техника будет базироваться в поселке круглогодично и будет обеспечивать вывоз септика согласно плану без опаздываний. Вот с февраля месяца мы с ребятами из экосервиса познакомились, начали вести переговоры по этому поводу. И вот в июне уже, так сказать, пришли к тому, что экосервис теперь будет гарантирующим поставщиком услуг по откачке жидких бытовых отходов в поселке Кызылсыр. Ребята произвели впечатление надежной компании, которая работает в Якутске, в Вилюйске. По тому, как они подошли к этому делу, вот купили новый автомобиль, привезли его сюда. Ну, понятно, что компания нормальная, будет оказывать услуги на должном уровне. Более 30% россиян хотят взять большой отпуск летом. Больше половины планируют отдыхать дома, еще 29% поедут на дачу. Свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно данным опроса, взять отпуск этим летом планируют 33% опрошенных. Только в выходные дни будут отдыхать 15%. Столько же возьмут 2 недели отпуска. Менее продолжительный отпуск в 1 неделю возьмут 5%, а более продолжительный на месяц – 8%. Еще 7% сообщили, что для отдыха им не нужно брать отпуск. Отмечается, что в этом году дома собираются отдыхать 51%, а на даче – 29%. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо нашим коллегам. Мы перед тем, как нам рассказали о новостях про лето, проговорили очень достаточно объемно. А помимо всего прочего, лето – это же маленькая жизнь. И с наступлением летних каникул перед многими родителями встает вопрос об организации летнего отдыха своих детей. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок провел лето, безусловно, с пользой. Какие рекомендации в этом случае можно дать родителям? Как найти баланс между пользой, отдыхом и интересами ребенка? Об этом поговорим с кандидатом педагогических наук, специалистом по детско-родительским отношениям Анной Гумницкой. Анна, доброе утро. Доброе утро. Ну, собственно, на что в первую очередь нужно родителям обращать внимание при организации детского отдыха летом? Самое главное обратить внимание на 2 момента. Первое – это организовать эффективный отдых. Что такое эффективный отдых? Это постоянная смена видов деятельности ребенка. То есть, если ваш ребенок 2-3 часа просидел за компьютером, смотрел мультики, лежал, был очень пассивен, то ему обязательно нужно что сделать? Ему нужно побегать, попрыгать, покататься на велосипеде, покататься на роликах и так далее. То есть это грандиозная работа родителя. То есть родитель должен создать это пространство, чтобы ребенок имел эту возможность не сидеть весь день дома, а он мог эти виды деятельности менять, в том числе и обстановку. Если он посидел у вас дома, он должен побегать на улице. Если он был у вас в деревне, он должен поехать потом в парк, покататься на аттракционах. То есть самое главное, чтобы здесь не было стагнации временной. Второй момент – это организовать ребенку такую вещь, как проактивность. Что такое проактивность? Это когда ребенок начинает понимать, что обстоятельства он может создавать сам. Потому что есть реактивность и проактивность. Реактивность – это когда мы следуем за обстоятельствами. Если вы не хотите, чтобы у вас в будущем, в новом учебном году были проблемы, такие как отсутствие мотивации к учебе, ребенок опаздывает, ему неинтересно, он все время лежит на диване, вы должны формировать у него эту проактивность. То есть у нас несколько есть приемов, когда ребенок, например, ведет у вас дневник своих достижений, либо есть такое понятие, как мемуарник, когда ребенок записывает главное событие этого дня. Он должен посидеть и подумать, что мне было сегодня интересно. А рядом он пишет, почему это событие дня имело для меня ценность. Например, сегодня приезжала бабушка. Почему для меня это ценно? Он должен подумать об этом. Обязательно должен быть анализ. Все, что не делает ребенок ваш, он должен научиться это анализировать. Это залог проактивности получается. Да. Проактивность, она у нас как раз работает на то, чтобы ребенок смог определиться потом жизненными ценностями и не лежал на диване. Ну, вот говоря про лежание на диване, что делать, если ребенок только и хочет лежать на диване? Допустим, к примеру, учебный год, ребенок там все хорошо, он ходит в школу, там успеваемость хорошая, чем-то спортом занимается, наступило лето, он такой, ну все, я год работал хорошо, я хочу лежать на диване 3 месяца, потом в сентябре встану, пойду дальше. Нормально ли это? Если нет, то как с этим бороться можно?
Если ребенок хочет лежать на диване, это нормально, это абсолютно. Я все время говорю, первую неделю лета мы ничего не требуем от ребенка. Он делает все, что угодно. Единственное, что мы корректируем режим, ну, чтобы он у вас не перепутал день и ночь. Это единственное, что нужно корректировать, больше ничего. Второй такой момент, это говорит о том, что вы не предложили ему шведский стол из интересов. У детей нет знания и опыта, они не понимают, что еще можно сделать. Я проводила тестирование среди подростков неделю назад. Все дети летом хотят отдыхать, лежать и гулять с друзьями. У них нет понимания, а что я могу сделать еще? Первый вопрос, который вы должны задать, чему бы ты хотел научиться за лето? Что бы ты хотел усилить? От чего бы ты хотел избавиться? Вот эти самые главные вопросы нужно ребенку задавать, потому что есть 3 родительских послания. Первое – найди то, что тебе интересно. Второе – стань в этом лучшим. И третье – принеси пользу себе и людям. А я рядом, как родитель. Ну, интересный подход, конечно, мне кажется. Ну да, а чему, наверное, еще родитель должен научить, помочь тебе найти то, что тебе нравится, и помочь тебе в этом стать успешным. Вот говоря про то, что дети в основном говорят, что летом я хочу отдыхать, гулять с друзьями и что-то еще третье было, некоторые же дети, сегодня подростки, летом предпочитают даже, в принципе, работать. Нормально ли это? Именно прям устраиваться на какую-то работу, тем более, что законодательство нам не запрещает там, с 14 лет по 4 часа в день работать, или все-таки лучше оградить ребенка от этого? Это отлично, когда ребенок хочет работать. Первый вопрос нужно задавать, а для чего ты хочешь работать? Потому что любая работа формирует у него ответственность, и это опыт. Это не ради денег. Если ты хочешь работать ради денег, а зачем тебе деньги? На что ты копишь? Просто все дети отвечают, я буду копить. Я задаю вопрос, а на что ты копишь? Это говорит о том, что у детей отсутствует финансовая грамотность. Они не понимают вот этой конечной цели, и это очень плохо. Поэтому дети очень быстро тратят карманные деньги, они не могут сориентироваться в своем собственном бюджете. Отсюда очень много проблем. Второй момент, с 13 лет у ребенка должна быть стажировка. Стажировка, на мой взгляд, это самая лучшая профориентация. Это лучше, чем тесты. Ваш ребенок с 13 лет должен обязательно пройти недельную стажировку где угодно. Он должен полдня поработать бесплатно. Вы как родитель договариваетесь со знакомыми. Это может быть любой склад, автосервис, какое-то производство. Ну, понятно, что мы создаем ребенку на производстве безопасность. Пусть даже это офисная работа. Ребенок, на моем опыте, который посидел неделю, поработал в офисе, он понимает, офис — это не моя работа. Или какая-то ферма. То есть вы договариваетесь как родитель, допустим, 3 недели за лето. Должен быть обязательно период между этими 3 неделями, между каждой неделей. И что самое главное, это анализ. Что я узнал нового? Формируется навык коммуникации. Ребенок учится сам договариваться. Это новый коллектив. Он начинает понимать, что мое, а что не мое. И это бесплатно. С 14 лет, да, если он хочет работать за деньги, пожалуйста. Но вы опять же задаете вопросы. Как ты будешь добираться? Что ты будешь кушать, кто будет готовить тебе обед. У него должен формироваться навык планирования, что я буду с этим делать. И в итоге, а на самом деле, чего я хочу, что мне для этого надо и какой мой первый шаг. То есть не просто я вот работаю, мне деньги Нет. нужны. Вот. А если, задавая вопрос, да, вот вернемся к этапу, где зачем тебе нужны деньги, я буду копить. И ребенок может четко сказать, я хочу накопить на то-то, то-то, вот, на какую-то вещь конкретно. Это прям здорово. Есть мальчик, который хочет за лето накопить на квадроцикл, стоит он 600 тысяч рублей. Я сказала родителю, что это отлично, это не иллюзия. Пожалуйста, создавайте с ним план, ребенку 16 лет. Почему нет? Потому что он начинает, я отправляю детей обычно на сайты работодателей, допустим, ХХРУ, и они сидят, дети, начинают там искать, значит, какая профессия самая высокооплачиваемая, сколько, какой нужен стаж. Ребенок начинает уже думать практически. Это опыт, это не какая-то абстракция. Потому что для детей наша с вами работа с 9 до 6 – это всегда абстракция. Они не понимают, что это такое на самом деле. У них должны формироваться внутренние ощущения реальности. То есть в том числе и понимание, куда там родитель каждое утро уходит и вечером возвращается. Конечно. Ага. Ну вот, кстати, очень интересный вопрос, да, там про чтение, потому что в школе, если говорить про школьников, каждый раз там на лето какое-то чтение задают. Нужно ли именно ограничиваться только вот этой рекомендованной литературой на лето, и нужно ли за ее пределы все-таки выходить? Только ли эта художественная литература должна быть в летний период? Какая цель у чтения на самом деле? Самая главная цель у чтения – это сформировать стойкий интерес к чтению. Стойкий интерес к чтению мы можем сформировать только тогда, когда у ребенка есть положительные эмоции. Он будет делать только то,
когда у него есть ассоциация с положительными эмоциями. Есть целая система формирования стойкого интереса, но здесь вопрос в том, читают ли сами родители. Если вы сами читаете, это прекрасно. Ребенок видит вас с книгой. Обязательно должен быть бумажный носитель, потому что мы осваиваем только на 43%, если это чтение с экрана, дисплея, да, это нужно обязательно понимать. Поэтому всегда говорю, книга с библиотеки, книгу покупаем, одалжим, все что угодно, но это должна быть реально обычная наша книга. Вот. Есть такой прием час чтения. Я так называю его условно. Вы можете договориться со своей семьей, 30 минут вы читаете все по разным углам, вы берете свои гаджеты, ставите их на зарядку на кухне, ставите таймер, полчаса. Ребенок должен понимать, полчаса времени всего лишь у меня на это уйдет. Он так успокаивается, для него это пространство безопасности, что его не заставляют, это ритуал. Вы объясняете, у нас, зайка, это ритуал, это правило, которое мы не можем нарушить. Мы читаем все вместе. И раз в неделю вы анализируете то, что прочитали. Это не анализ и не пересказ сюжета. Как ты думаешь, что было бы, если бы герой сделал по-другому? Что бы ты сделал сам? И вы сами объясняете ребенку. Я на этой неделе, знаешь, что узнал? Вот это. А у меня были такие инсайты, а у мамы были такие инсайты. Мы показываем ребенку обязательно пример. Без примера это не работает вообще. Вот, пожалуйста, пользуйтесь приемом час чтения. Ну, Анна, спасибо большое за эту интересную беседу. Конечно, поле для обсуждения еще большое. Надеюсь, еще раз в нашу студию придете и продолжим этот разговор. На сегодня, к сожалению, эфирное время не позволяет. Еще раз спасибо вам, уважаемые родители и среди телезрителей. Берите все это на заметку. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. Хорошего вам, отличного дня. Пусть с улыбкой на лице он обязательно пройдет. А завтра вновь в этой же студии мы встретимся и будем встречать уже день завтрашний.